Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио ТИТИМ, Саха-радиото, национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. Здравствуйте. Ведущий Юрий Сергеев. В нашей сегодняшней передаче через некоторое время узнаем о планах штаба студенческих отрядов Якутии на этот год, где они нынче летом будут трудиться и как вступить желающим в эти студотряды. Ну, а прямо сейчас о военно-патриотическом центре «Авангард» и всероссийском движении «Юнармия» я хочу представить участников программы. Попов Роман Александрович, руководитель учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. И юнармейцы у нас сегодня в студии. Юнармеец отряда «Городской патруль» Мархинской средней общеобразовательной школы номер 1 Николай Ильинов. Здравствуйте. Николай, приветствую тебя. И юнармеец Дома юнармии города Якутска средней школы номер 3 Алина Мальцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители и радиослушатели, наши телефоны, напомню, 32 0066 и 32 11 66. Это телефоны для вопросов, если возникнут в ходе нашей сегодняшней программы. Итак, я хотел, конечно, начать с Романа Александровича. Все-таки патриотическое воспитание молодежи. Вот сегодня это очень актуальная тема в целом по стране, у нас в республике уже не первый год. И, конечно, оно ставится во главу угла и вашего центра «Авангард». Да, конечно. Спасибо, Юрий Николаевич. Наш центр работает под эгидой Министерства образования и науки на базе Якутской кадетской школы-интерната. Мы работаем уже с 2020 года в целях именно развития патриотического воспитания детей и молодежи Республики Саха-Якутия. То есть работаем не только на кадетскую школу, на город Якутск, а в целом на республику. Мы готовим различные мероприятия по патриотическому воспитанию именно военно-патриотического характера. Это различные военно-спортивные игры, в том числе это могут быть и научно-практические конференции, но тем не менее все связанное именно с патриотическим воспитанием детей. Ну, ваши филиалы, скажем так, подразделения по всей республике, да, расположены, созданы? Ну, непосредственно филиалов не совсем так, да, мы работаем через управление образования. То есть у нас, соответственно, работает в каждом управлении образования специалисты, которые отвечают за патриотическое воспитание детей в районах, муниципальных районах, да. И, соответственно, кроме того, вообще патриотическое воспитание, конечно же, это то, чем занимаются все силовые структуры и различные общественные организации, в том числе и такие федеральные структуры, как навигаторы детства, Российское движение детей и молодежи. То есть у нас ребята бывают не только юнармейцами или членами военно-патриотических клубов, но и членами Российского движения детей и молодежи и других различных организаций. Ну что, я думаю, что еще к теме центра «Авангард» мы, наверное, в ходе сегодняшней нашей передачи будет время, еще вернемся. Ну, хочу теперь перейти к нашим юнармейцам. Вот, пожалуйста, Коля Ильинов, как я уже сказал выше, он представляет Мархинскую среднюю школу, да, и, пожалуйста, вот как ты стал участником движения «Юнармия»? Еще раз здравствуйте. В 2021 году мой класс записался на кружок от детского подросткового центра «Городской патруль». А в феврале следующего года мы уже вступили во всероссийское движение «Юнармия». Так, какие направления у вас есть? Направлений много. В нашем классе есть ребята, которым нравится рисовать. Они участвуют в конкурсах рисунков. Также в нашей школе есть патриотический хор, есть военизированные эстафеты, мы участвуем в военно-спортивных играх. Защитник, Зорница. Мой класс давно ведет волонтерскую работу. И каждый год мы помогаем детям войны, ветеранам войны. Также давно ведем работу ветеранам Великой Отечественной войны Слепцовым Наумом Трифоновичем. К его столетию от нашего класса мы его поздравили и вручили подарок. В 2023 году, 8 мая, мы приняли копию Знамени Победы как самому лучшему юнармейскому отряду в городе Якутске в рамках всероссийской акции «Мы наследники Великой Победы». Сейчас мы продолжаем нести вахту памяти
Как-то раз мы пришли в гости к дедушке Науму и показали наше знамя. Он был очень счастлив и горд. Доволен был, да? Да. Ну вот я смотрю, у тебя вот медаль, да, знак, скажем так, да, юноармейская доблесть. 3-й степени же у тебя, да? Да, 3-й Их несколько степеней же. Да. А за что ты получил вот эту награду? Я являюсь командиром юноармейского отряда. На смотрах песни строя я командир с 1 класса. И каждый год мы стараемся занимать призовые места. Как командир слежу за порядком, дисциплиной, также принимаю активное участие в различных конкурсах, акциях. На республиканской научно-практической конференции «Отчизне посвятим» занял 3-е место. Сборной команды города Якутска принял участие в «Зернисте 2.0» как командир. Каждый год участвую в конкурсе «Молодые профессионалы. Правоохранительная деятельность. Полицейский». Ну вот мне известно, что ты в 2023 году бывал в Москве, да? Вот в какое мероприятие там участвовал? В 2023 году в октябре прошел слет юноармейских командиров всероссийский. Там меня выбрали из 5 кандидатов, то есть мы с республики поехали 5 человек, руководитель у нас был Роман Александрович. Там на слете было 95 субъектов нашей России. Региона нашей страны, да? Ну, конечно, вот скажи, пожалуйста, а кем ты видишь себя в будущем? Вот все-таки ты сейчас уже скоро выпускник, скажем, через сколько-то, какой-то период времени, правильно? Сейчас я планирую поступать по линии МВД в Высшую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации. Правоохранительной деятельности. Вот скажи, вот все-таки вы же дисциплина, ответственность, вот ты как командир, да, все-таки вот прививать это нужно, это обязательные качества, да, как ты считаешь? Я считаю, что... В юнармии. И не только в юнармии, вообще в жизни, да? Ну, в общем и целом эти качества нужны и полезны в дальнейшей нашей жизни. Для мужчин особенно, наверное. Да, для мужчин особенно развивают стержень, ответственность. Ага. Ну хорошо. Теперь вот давайте Алина Мальцева. Ну, что вы изучаете в движении юнармия? Я изучаю военную историю, историю Родины. Так, пожалуйста. То есть строевую, огневую, медицинские подготовки, краеведение, туризм, проектная деятельность и волонтерское движение. Ну, разнообразие все-таки, да, у тебя планы такие, в общем-то, заинтересованность есть какая-то, вот, почему столько у тебя прямо этих... Ну, я считаю, что у человека должен быть кругозор такой широкий, обширный, чтобы везде понемногу или вот по-многому все знать. Да, ну, конечно, где-то везде и понемногу тоже надо, везде что-то более так обстоятельнее, конечно, тоже надо. Ну, и смотрю, у тебя тоже, в общем-то, в каких-то проектах, конечно, вот вы принимаете участие, наверное, да, как члены юнармии, да, этого движения? Да. А в каких, например? С 7 класса я каждый год принимаю участие в проекте детского подросткового центра «Летний позитив. Таежный герой». В рамках проекта мы выезжаем в палаточный городок на 3 дня, принимаем в военизированных эстафетах, участие в разных конкурсах и учим много нового, получается. Постарше я уже стала юноармейцем-инструктором, проводила мастер-классы для младших ребят. В 23 году я слетала в Москву на Всероссийский медиафорум ЮНКОР. В 24 году мы стали победителями в всероссийском конкурсе «История большой Родины. Музей Победы» и слетали туда на награждение. Понятно. Ну, а все-таки чему учит юнармия вот для тебя лично? Что она дала? Юнармия воспитывает в юнармейцах доброту, совестливость, верность, чувство долга, достоинство, любви к родине, культуре. При вступлении в юнармию мы торжественно дали клятву стремиться к победам в учебе, в спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость своей страны, быть патриотом и достойным гражданином России. Ну вот приняв присягу, да, скажем так, юноармейца, тогда уже становишься действительно, да, видимо, членом этого всероссийского движения, правильно? Все верно, конечно. Ну вот теперь в каких мероприятиях ты собираешься вот принять участие? Вот совсем скоро, 3 марта, будет юноармейский бал Победы.
честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Пройдет он в музее «Россия. Моя история». С каждой школы, где есть юноармейский отряд, мы уже собрали пары и учим вальс. Так, 21 февраля, извиняюсь, Да. мы примем участие на благотворительном концерте «Славься Отечество» в ДК Гагарина. 22 марта мы... извините, пожалуйста. Ну, ничего не беспокойся, не волнуйся. 22 спокойно. марта мы примем участие в фестивале «Мусустар». Я уже какой год там участвую. Получается, это будет уже в 3-й раз. 3-й раз уже, да? Ну вот, видишь так. Поэтому, ну, у тебя, смотрю, 2 такие, да, 2 знака, вот, юноармейская доблесть. 3-й степени и 2-й степени, видимо, да? Вот за что ты их тоже получила? Так, получается, нагрудный знак юнармии Ага. называется юноармейская доблесть, является высшей формой поощрения участников движения юнармия. Так. Первая степень выдается детям-героям, 2-я степень выдается за победы во всероссийских конкурсах, в которых я уже побеждала, а 3-я степень выдается за активное участие в движении юнармия, за личный героизм и мужество, достижения в спортивных, творческих и интеллектуальных мероприятиях, конкурсах и так далее. Вот я, например, знаю, что когда вот создавалось, да, всероссийское движение юнармия, там в основном-то принимали юношей, так? А потом уже все-таки решили принять и девушек, с одной стороны. Вот, Армен Александрович, как ты считаешь? Все-таки это ведь правильный выбор, да, был сделан, наверное, все-таки? Конечно, да. Движение юнармия у нас развивается по разным направлениям. Да. Здесь не только именно военная патриотика, Да, здесь да, у нас да. и интеллектуальное развитие, и духовно-нравственное развитие, эстетическое тоже. То есть по различным направлениям проводятся различные мероприятия, очень много разных активностей организуется. Дети участвуют как и очно, так и могут дистанционно участвовать в различных творческих конкурсах. Бывают различные киберсоревнования, то есть какие-то соревнования по компьютерным играм. Так бывает. Вот вы упомянули про деятельность юных корреспондентов тоже. Да. Это все тоже, конечно же, тоже очень ценится. У нас на базе детского подросткового центра вот ребята занимаются, да, Дом юнармии города Якутска создан. И в этом центре занимаются очень много ребят, и у них, соответственно, это как вот раньше Дом пионеров примерно был. Там Да, различные кружки, такой же примерно, да, в деятельности. форуме, да, и Да. такие же методы работы, может быть, в какой-то степени тоже применяются. Конечно, да. Да, и, конечно, вот хотелось бы сказать, уважаемые телезрители и радиослушатели, именно обращаясь к юным жителям нашего города, я знаю, что вот тоже движение юнармии принимает с 8 даже до 18 лет. Поэтому, если кто желает, то, пожалуйста, двери всегда открыты, по-моему, да, в доме юнармии Совершенно верно. города конечно. Якутска. Вот, Николай, что ты скажешь по этому поводу? Что пожелаешь тем, кто вот тоже хочет, как и вы, также быть в красивой форме, такой мужественными, да, ответственными, как ты говоришь, да, активными. Хотел бы сказать, смело вступайте в ряды движения юнармии, ничего не бойтесь, все будет впереди. Алина, вот, например, девушки тоже, наверное, да, девочки, вот, скажем, помладше тебя, да, может, кто-то тоже захочет, может, папа или мама, я тоже хочу в армию, да, что посоветуешь им? Я посоветую им, то есть не стесняться, идти вперед и никогда не сдаваться, добиваться всего, чего вы хотите. То есть, да? Правильно, да. И не волноваться очень, да, конечно. Всегда надо быть в форме, да, всегда держать в себя, контролировать. Роман Александрович, ну теперь вот центр «Авангард», конечно, чем он выделяется вот среди других военно-патриотических проектов, да, центров, которые у нас существуют нынче, вот и в Российской Федерации. Много же центров сейчас стало. Да, конечно, сейчас есть различные организации, которые занимаются именно и патриотическим воспитанием, и военно-патриотическим аспектом. Одной из главных задач центра «Авангард» является проведение военно-патриотических смен и проведение учебных сборов с юношами. То есть, если раньше проводились такие учебные сборы традиционно весной, сейчас такие сборы могут проходить и весной, и осенью. Ну и также эти сборы раньше проводились только для обучающихся 10 классов и студентов профессионального обучения. Сейчас по программе ОБЗР проводятся теоретические занятия в течение года, и практические занятия могут быть проведены в том числе и для 8 классов. То есть уже сейчас подготовлена нормативно-правовая документация, и школьники у нас готовятся к тому, чтобы на практике закреплять свои Скажите, знания. пожалуйста, а сколько длится смена? Смены у нас в течение недели, запланированные смены будут проходить у нас летом, а сборы будут проходить у нас с 25 мая по приказу Министерства образования и науки.
То есть все школьники и города Якутска, ну и вообще республики будут проходить такие сборы. Ну, одна из программ, наверное, все-таки это вот подготовка ребят вот первичной военной, да, подготовки, ну, скажем, вот в школах сейчас начальная военная подготовка, я думаю, что в школах нашей республики, города Якутска уже, наверное, действуют вот такие, скажем, эти вот, как раньше у нас тоже были, да, предметы, да, по начальной военной подготовке, которые проводили, скажем, демобилизованные воины, да, из рядов советской армии. Но сейчас, наверное, это уже можно и на эти такие должности приглашать, наверное, и участников специальной военной операции. Совершенно верно, такая работа тоже проводится, да. То есть в течение лета обучились более 500 педагогов Республики Саха-Якутия на должность учителей ОБЗР, основы безопасности и защиты Родины. И сейчас вот с сентября по декабрь прошли практические курсы для учителей ОБЗР. У нас более 500 человек тоже прошло обучение. У нас на базе «Авангард» они проходили. Это учителя со всей республики, учителя ОБЗР, которые проводят занятия с детьми. Как раз-таки они проводят государственную политику в сфере патриотического воспитания. Именно военно-патриотический аспект тоже входит в программу ОБЗР. И они с детьми занимаются, изучают то, что раньше было начальной военной подготовкой. Да. Оно вот очень сильно коррелирует с этой программой. То есть введены предметы, которые относятся именно подготовки детей к военной службе. Военной службе, да. Ну, вот начальную военную подготовку я всегда вспоминаю, конечно, с благодарностью, потому что уже в последующем, когда мы закончили школу, и уже нам исполнилось 18 лет, мы все служили в рядах советской армии тогда. И это первые знания, первые основы, которые были нам даны на этих уроках. Действительно, НВП, как называлось очень коротко, да, нам очень помогли, конечно, особенно в первые месяцы службы. Вот. Ну и по окончании курса вот ребята получают сертификат какой-то, да, наверное? Да, сертификат. Ребята получают либо справку о прохождении курсов, либо сертификат об обучении, в зависимости от того, где они проходят такое обучение. То есть на базе управления образования проводятся такие мероприятия, да. Ну и как вы совершенно верно заметили, сейчас, конечно, активно привлекает в том числе участников специальной военной операции к занятиям с детьми. То есть проводятся и уроки мужества, и практические занятия, и теоретическая подготовка, чтобы идти в ногу со временем. Потому что появились новые такие аспекты, как управление беспилотными летательными аппаратами и так далее. То есть более активно и широко изучается первая помощь. То есть такие аспекты тоже проводятся. И вот я бы хотел анонсировать, да, то, что сейчас вот в течение февраля вообще проходит у нас по всей республике. Это месячник патриотического воспитания, в течение которого очень много мероприятий проходит. В том числе проходит региональный этап, это школьный, муниципальный этап федеральной игры «Зорница». Это такая военно-патриотическая игра, где ребята не просто маршируют, как раньше, вот строевая подготовка, смотр строя и песни, но и распределяются по ролям. То есть роль есть командира, роль есть там различные роли, там инженер, как раз-таки оператор БПЛА и так далее. И все ребята регистрируются и принимают участие в этих мероприятиях. И 21 февраля также, вот, извините, у нас на базе Якутской кадетской школы. Защитник Отечества, да? Совершенно верно, да. То есть будет проходить очень много таких мероприятий, во всех школах будут смотры строя, а в Якутской кадетской школе-интернат будет проходить ежегодный фестиваль «Армейский городок», где будет выставка различных силовых структур, будут организованы мастер-классы и проведен день открытых дверей. То есть мы, пользуясь случаем, приглашаем жителей города Якутска посетить это мероприятие, посмотреть, как, что у нас, где, какие силовые структуры, что могут показать для наших детей. Ну вот видите, уважаемые телезрители и радиослушатели, конечно, вот думаю, что надо прислушаться тоже к словам Романа Александровича и принять самое активное участие вот в этих днях открытых дверей. Так, Николай, ну все-таки у вас тоже, наверное, были встречи, да, с участниками СВО? Все-таки, да? Да, совершенно верно. Многократно встречались с героями России, с участниками специальной военной операции. Хорошо. Ну вот скажи, пожалуйста, вот, Коля, еще хочу к тебе обратиться. Время у нас еще осталось совсем немножко до конца эфира. Вот что бы ты сказал вот уже, скажем, тем, кто, ну, уже мы обращались к ним, да, но, наверное, все-таки ближе должно быть само мужество, должно быть, да, смелость, отвага. Присуще должно быть мужчинам все-таки. Да, совершенно верно. Вот накануне как раз 23 февраля что пожелаешь? Коротко. Не стесняйтесь, идите вперед, ничего не бойтесь, и все будет хорошо. Ага. Ну что ж, хорошо, ну хотя бы на таких словах, такой ноте мы закончим нашу сегодняшнюю передачу, в эту первую ее часть, скажем так.
вот, о центре «Авангард» и Юнармии, на всероссийском движении «Юнармия». Мы прощаемся пока с вами и через несколько минут буквально вновь встретимся уже во втором очередном блоке передачи «Якутск сегодня». Уважаемые телезрители и радиослушатели, продолжаем передачу «Якутск сегодня». В прямом эфире студенческие отряды нашей республики. В этом движении студенты, готовые, скажем так, в предстоящий летний сезон посвятить себя трудовому семестру, как называли тогда, и как, в общем-то, раньше их называли, насколько я помню, ССОшники, студенческие строительные отряды. Вот. Их можно увидеть, конечно, на различных площадках строительства того или иного объекта. Ну, эта пора тоже не за горами. И вот как раз где-то с июня уже начинается, по-моему, студенческий сезон, строительный сезон. Вот в студии у нас сегодня находится Сергучев Олег Семенович, руководитель регионального штаба студенческих отрядов республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. И председатель штаба студенческих отрядов Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова Семенов Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если есть у кого-то какие-то вопросы к участникам передачи, пожалуйста, набирайте телефоны, номера 32 2066 и 32 1166. Ну что ж, я хочу сказать, что у нас первый студенческий отряд был создан в республике в 1968 году, да. То есть 57 лет тому назад, получается, да, вот в этом году. Вот. Ну и все-таки, мне кажется, здесь есть своя история, больше полувековая, почти 60-летняя история этого движения, да, студенческих отрядов Якутии. Ну, наверное, давайте с этого и начнем. Движение. Ну, в общем, движение российских студенческих отрядов зародилось в 1959 году, когда 339 студентов Московского государственного университета поехали покорять целину в Казахстан. Да. Вот 59 год это, ну, считается официальным началом движения студенческих отрядов. А у нас в республике это 1968 год. Да, ну тоже очень знаменательная дата, конечно, для всех. Ну вот отряды создавались в 1967, но на работу вышли в 68-м. В 68 году, да. Угу. Ну и, конечно, а вообще, если вот говорить о студенческих, вы тоже, ну, прошли, наверное, эту школу, да, практически. Есть что вспомнить, наверное. Вот, ну, если несколько слов об этом. Я вступил в 2017 году, вот уже 8-й год, да? Уже 8-й год, да? Начал с педагогического направления, то есть работал вожатым. Потом ездил несколько раз, 4 раза на Потяну, на рыбу, то есть работал в сервисе в Республике Ялта. И работал в штабе, был председателем штаба университета. Вот так. Ну, ты вот назвал Путина, это вот, в общем-то, там, на Дальнем Востоке, да, наверное, скорее всего? На Камчатке, на Камчатка, Сахалин, да. Ну, и сейчас, по-моему, выезжают наши студенты, да, туда? В обязательном порядке. Ну, хорошо. Вот, ну, а сколько бойцов отработало, вот, скажем, за лето 2024 года? Вот я хочу задать вопрос, конечно, Сергею Сергеевичу. За летний трудовой семестр 2024 года у нас, в общем, отработало 4432 студента. По всем нашим по 7 направлениям работы. Ну, а в целом тогда сколько вообще вот насчитывается? По России? Всего по России за 2024 год отработало более 400 тысяч студентов. Ну, в общем, да, ну, все-таки наша республика тоже не отстает в этом плане. Первое место по Дальнему Востоку. Первое место по Дальнему Востоку. Кстати говоря, вот это я тоже как-то слышал, да. Вот. Ну и как отработали вот в прошлом году наши студенты, строительные отряды? Если вкратце, так скажем. Ну, вкратце отработали. Итоги какие-то, если подвести. Все отработали отлично, как скажем, ударно. Ну, год, конечно, был не очень простой, там у нас было, да, и лесные пожары были, да, тоже, хоть и немного, но все-таки были, и паводок был, все-таки были пострадавшие, там ведь тоже в первых рядах всегда находились кто? Студенты.
Они оказывали помощь, правильно? В любой сложной жизненной ситуации студенческие отряды помогут, приедут. Правильно. Сергей, ну вы тоже, ведь, конечно, начинали, наверное, с рядовым студентом и в отряде также были. Но больше, наверное, по строительной части у вас, да, если не секрет? Да нет. Я вот вступил в студенческие отряды в 22 году. То есть совсем недавно. Совсем недавно. Да. Третий год идет. Третий год уже. Вступил я в студенческий отряд проводников. Первый отряд проводников нашей республики. То есть отработал 2 летних трудовых сезона в качестве проводника пассажирского вагона вот, на поездах дальнего следования в вагонном участке Тында, это в Амурской области. Вот, конечно, вот все-таки вот те студенты отрядов, да, студенческих строительных отрядов вот 70-х годов, 80-х, наверное, даже об этом и не мечтали, наверное, что когда-то вот эти уже будущие, да, их тоже студенты будут работать проводниками вот на пассажирском транспорте, на железной дороге. Это тоже, в общем-то, это, я считаю, одно из таких вот тоже знаменательных событий все-таки. Развиваемся, расширяемся. Да, расширяется, республика растет, республика, ее экономика также. Поэтому сегодня во всех практически отраслях, наверное, да, можно встретить в летний сезон. Сезон начинается где-то с июня, да, если не ошибаюсь. Но официально мы всегда даем старт летнему трудовому семестру 12 июня, в День России. В День России как раз, да, действительно, это вот такое масштабное мероприятие происходит. И буквально вот до самой осени же там, да, до начала учебного года. Вот, ну, я слышал, что у вас работают подростки иногда, да, вот, ну, старшеклассники, это так? Да. Кем они работают? За прошлый летний трудовой семестр в городе Якутске отработало 1235 бойцов трудовых отрядов подростков. Это подростки, начиная с 14 до 17 лет. До 17 лет. Да. Работают они, например, дворовыми вожатыми, работают в благоустройстве города. Некоторые ребята работали в сервисе, работают в законном установленном порядке 4 часа в течение 2 недель. Ну вот, а сколько вообще направлений вот в студенческих отрядах? Вот назовите, пожалуйста, Сергей. Ну, у нас всего в общем 8 направлений. 8 направлений. 8. Ну, это, конечно же, студенческие строительные отряды, студенческие педагогические отряды, вот, медицинские отряды, сельскохозяйственные отряды, отряды проводников, трудовые отряды подростков, сервисные отряды подростков и вот специализированные отряды. Ну, основной вот принцип, да, студенческих отрядов какой? Можете назвать? Основной задачей студенческих отрядов является основная задача, принцип трудоустройство молодежи вне учебное время, свободное от учебы время. Но тут я вот нашел такую, что основные принципы студенческих отрядов — это любить труд, уважать старших и любить свою родину, нашу республику. Это в обязательном порядке. Не обсуждается. Без этого не обсуждается, конечно, да. Это действительно, это так. Вот, ну и вот, может, вы вспомните, когда были созданы первые девичьи студотряды? В каких годах хотя бы? Так, у нас в республике. Точно дату не скажу, да, но где-то в 70-х годах. Да, правильно, где-то в 70-х годах эти были. Ну, сейчас вот девушки-то уже, конечно, в первых рядах находятся. Они там. В основном-то они на каких направлениях? Или на всех, наверное, начиная от строительства и так далее, да? Вот, ну и 2024 год, он был юбилейным же годом, да, 65-летие движения студенческих отрядов, вот, это отмечалась дата, поэтому дату-то ведь тоже забывать нельзя, наверное. Как отмечалось вообще? Несколько слов. Ну вот, в 2024 году мы отмечали 65 лет с момента зарождения студенческих отрядов в нашей стране и 20 лет вот, современного этапа вот, студенческих отрядов в России. Ну, отмечали как-то грандиозно, да, мероприятий было много, самых различных. Да, очень много. И вот финальное, это заключительное мероприятие, это был Всероссийский слет студенческих отрядов вот, в городе Москва.
в Государственном Кремлевском дворце. Вот, даже. Да. Вот, видите как. Вот, поэтому что я хотел. Вот всероссийская, вот есть студенческая стройка, называется «Север». Вот об этом знаете вы, да? Ну, конечно, слов об этом вот для меня интересно. Так, Всероссийская студенческая стройка «Север». Одна из всероссийских строек в нашей России, которая базируется на территории Республики Саха-Якутия. Это в Ленском районе, Чандинское нефтегазоконденсатное месторождение. Работают со всей России. Буквально год, какой там? Примерно 2 года назад. Примерно так. Да, точно не скажу. Но 2 года назад данная стройка имела статус международный. Приезжали с Белоруссии, с Казахстана. Вот она сейчас всероссийская. Ребята строят объекты «Газпрома», так скажем. Понятно. Ну, в общем, наши ребята там очень активно принимают участие, наверное. Да. Действительно. Ну вот теперь, что еще хотел? Вот какие вот, скажем, всероссийского уровня масштабные стройки, где еще участвуют, в каких регионах нашей страны, наши вот такие мужественные ребята с наших студенческих отрядов, Якутии, Республики Саха-Якутия, скажем так. Можно перечислить несколько, давайте где наши ребята участвовали. Участвовали, может, и будут участвовать, да? Наши ребята строили космодром Восточный. Да, это вот известный факт. Олимпийские объекты в Сочи. Ребята вот в прошлом году работали в публичном акционерном обществе КАМАЗ, строили машины, так скажем, студенты автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета. Так, что еще можно сказать, таких из масштабных? Ну, вот это в основном, да, вот, да, что приходит. Так, ну и теперь такой вопрос, как вступить вообще в ряды студотрядов? Ну, я думаю, что, наверное, желающих хоть отбавлять, да? Или я ошибаюсь? Да. Семен, Сергей. Вступить можно как-то просто прийти к нам или выйти к нам вот по социальным сетям и вот проявить желание. Ну, какие-то требования, наверное, вы все-таки, да? Ну, по некоторым направлениям есть требования. Вот, в плане здоровья. Вот, например, лично по моему направлению, это вот, по проводникам это было вот, состояние здоровья. Там был очень жесткий отбор, ну, скажем, медкомиссия. Ну, там постоянно в движении, да, это, потом это на ногах и так далее, почти, да, нужно это. Ну, поэтому там отбор такой все-таки тоже требует, наверное. Главное, чтобы желание. Вот это самое главное, конечно. Желание есть, тогда, пожалуйста. А работу мы найдем. Работу найдем. Лишь был бы, да, член стройотряда, а работа всегда найдется. Это действительно так, работа всегда найдется, да? Конечно. В любом поселении, в любом районе. Ну вот планы тогда на 2025 год какие вот строите? Ну, если у нас в прошлом году было почти 4500 студентов, бойцов, в 2025 году планируем не упуститься планки в 5000. Ну, добиться 5000. Достижимо? Да. Думаю, да. Работаем над этим. Сергей, какие планы у вас в вашем штабе? В нашем штабе. Университета. В штабе университета за 24 год отработал где-то 2500 студентов. Ну, в этом году вот тоже планируем преодолеть отметку вот, более 3000 студентов. Ну, тут как-то, вот, ну, может, дело не в цифрах, да, все-таки, или как это? Или... Дело не в цифрах, да. Дело в работе. Мне кажется, так. В качественной работе. Да? В качестве выполненной работы. Ну, как вот с работодателями вот вы контактите, взаимодействуете, с муниципалитетами, вот общий язык, ну, приходится вот так всегда. У нас уже налаженная система есть. Да. Работодатели сами выходят. А вот насчет муниципальных районов, они подаются на субсидию. Если выигрывают, то им едет стройотряд. Конкурс проводится, да, какой-то? Конкурс проводится в Министерстве молодежи. Если они выиграют субсидию, то отряд едет к ним. Так, да. Ну, все-таки, конечно, студенческие отряды, хоть как их можно назвать, строительные отряды, это, конечно, прежде всего романтика, да, посиделки, вечером у костра, там,
песни под гитару. Ну, это никуда не денешься, конечно. Молодость, вот, понимание, там, общение, знакомство и так далее. Ну, это все вы проходили. Да. Это конечно. тоже одно из главных, наверное, моментов, да, все-таки студенческой жизни. Это тем более вот в рядах стройотряда. Ну да. Мгм. Да. Вот, например, и наши ребята, когда ездят в районы Мгм. работать, то песни под гитару, под вечер — это самое главное. Мгм. Так. Ну, вообще у вас распределение же идет, да, вот бойцов стройотрядов по отраслям, сферам, да, когда уже все-таки вот наступает и сезон приближается, да. Вот сейчас какую работу вы сейчас проводите в данное время? Вот по направлениям. Ага. По направлениям мы Уже какой-то сбор, там, чтобы уже конкретно вот с было. весны начинаем обучать. А, уже с какого Да. месяца? Сергей, поподробнее, пожалуйста. Март. Ага, ну-ка, давайте, Сергей. Вот сейчас с марта начнется профобучение по как там профессиональное обучение бесплатное. Бесплатно? Да. Мгм. Члены студенческих отрядов могут бесплатно учиться по рабочим профессиям. Так. Ну, прежде всего, рабочие профессии. Прежде всего рабочие профессии, Мгм. да. Так. У нас где-то планируется обучить более 300 студентов. Мгм. Ну, это достаточно, да, вообще-то? Да, достаточно. Мгм. Ну, наставничество, я знаю, что у вас есть наставничество, да? Есть. А, Постоянная вот, связь с ветеранами нашего движения вот, есть. вот. Как вот налаживаете эту связь? Вот, может, они как часто к вам наведываются, и вообще вы их как-то вот, они, наверное, с удовольствием Да. участвуют тоже Да, в конечно. наставничестве, да, помогают. Да. Мгм. Иногда даже помогают финансово, оплачивают проезды ребятам. Мгм. За Ну, может, что там спасибо нашим ветеранам. землячество, да, наверное, Да. вот эти с районов. Ну вот мы каждый раз на каждое мероприятие пытаемся звать наших ветеранов, чтобы нынешнее поколение видело и общалось с нашими ветеранами. А вот если говорить про географию, да, вот напоследок у нас осталось немного времени, география расширяется. Ну, по республике, наверное, все районы уже заняты, да, Да, студенческими да. третьими отрядами. Арктика как у нас там, в арктической зоне? В арктической зоне Как часто там можно увидеть было бойцов? в прошлом году стройотрядов? работали 10 человек в Среднеклымском районе. Ну вот в Арктику пока мы не заходим, с Арктики пока заявок нет, так Нет скажем. пока заявок, Да. да? Ну вот в прошлом году работало 10 человек. Мгм. Ну и у нас осталось меньше 40 секунд, пожалуйста, вам обращение. Вот буквально вчера отгремел государственный наш праздник, День российских студенческих отрядов, Так. 10-й юбилейный раз. Сегодня у нас будет концерт проводиться в Дворце детского творчества. Ну и вот, Мгм. Ну и последние слова. Секунды уходят. ну и все. Ну, хорошо, ладно. Ну, уважаемые телезрители, радиослушатели, наша программа «Якут сегодня» подошла к концу. Всего доброго. Провел ее редактор Юрий Сергеев. До встречи в следующем эфире.